Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема – плоды и семена. Наука, которая изучает плоды, называется карпология. Сам плод – это есть как бы потомство растения, то есть оно образуется в результате полового размножения и участвует в распространении. Сам плод состоит из трех частей. Например, приведем пример персика. Состоит из наружной части, то есть экзокарпий. Она тонкая, покрыта кожицей. Есть мезокарпий, то есть сочная мякоть. Еще есть эндокарпий, то есть оно имеет твердый околоплодник, семя которого располагается внутри. Семена построения делятся на три группы. Есть простые, есть сложные, есть соплодия. Забыли сказать, что сам семя образуется из семязачатки, а сам плод или околоплодник, как мы называем, образуется за счет стенок завязи. Можно простым словом сказать, это часть плода, которая употребляется в качестве пищи. Плоды, как мы сказали, построение делятся на простые, сложные соплодия. Если плод образуется за счет одного пестика, который располагается на одном цветке, такие плоды говорят простые плоды. Если плод образуется за счет нескольких пестиков, которые располагаются на одном цветке, такие плоды называются сложными. Есть соплодия, то есть оно образуется за счет соцветия. Соцветие – это группа цветков, которые располагаются близко друг к другу в определенном порядке. Если эти цветки срастаются, они участвуют в образовании одного плода. К ним, например, относятся ананас, тутовник, инжир, свекла. Все они относятся к соплодию. А сложным плодам относятся ежевика и малина. Простые плоды по количеству семян делятся на односеменные и многосеменные. От чего зависит количество семян? Количество семян зависит от количества семязачатков, которые располагаются в пестике. Если в пестике располагается один семязачаток, то есть из него образуется только один семя. Если несколько семязачатков, то есть образуется несколько семян. В свою очередь, простые плоды делятся по концентрации воды в околоплоднике на сочные, то есть имеют сочную мякоть, и сухие плоды, то есть концентрация воды в нем очень мало. Но мы не говорим, что у них вообще воды нет. Есть, но концентрация очень малая. Дальше. Сочные плоды. Сочным плодам относятся, например, ягода и костянка. Костянка является односеменной, так как внутри в нем располагается одно семя. Что такое костянка? Костянка – это односеменной сочный плод, который имеет тонкую кожицу, семя и твердый околоплодник, семя которого находится внутри твердого околоплодника, который его защищает. Дальше. К костянкам относятся, например, вишня, слива, абрикос, персик и так далее. Есть еще сочные плоды. К сочным плодам относятся ягода, гесперидий или померанец, яблоко, тыквина. Гесперидий, яблоко и тыквина когда-то относились к ягодам, но они не относятся к ягодам. Они уже отдельный вид плода. Например, ягодам относятся, например, томат и виноград. Томат имеет тонкую кожицу, которой внутри имеется сочная мякоть. В сочной мякоти располагается большое количество семян, поэтому их называют многосеменной сочный плод. Например, яблоко, их семена располагаются в специальных, можно сказать, ячейках или камерах, которые имеют пленчатый околоплодник. К ним относятся, например, яблоня, груша, айва. Все они относятся к плоду яблока. Есть плод тыквина. Чем они отличаются от других сочных плодов? Тем, что у них наружный околоплодник твердый и покрыт тонкой кожицей. И внутри сочной мякоти содержится большое количество семян. К ним, например, относятся тыквина, огурец, арбуз, дыня. Вы видели когда-нибудь арбуз, наружный слой? Когда вы употребляете в мякоть, там остается такой слой твердый, потом тонкая кожица. Это есть наружный твердый слой околоплодника. Дальше есть у нас, мы сказали, сухие плоды. Сухие плоды тоже делятся на односеменные, многосеменные. Односеменным относятся два вида плода. Это как семянка, к ним в основном относятся
подсолнечник, ромашка и зерновка. Это тоже односеменной сухой плод. А также относится орех. Орех тоже, когда-то он относился к семянкам, но он теперь относится к другому. Например, семянка имеет сухой околоплодник, который его единственное семя не срастается с околоплодником. Поэтому его легко скрывать. Но от зерновка, отличие от семянка, его пленчатый околоплодник срастается с единственным семенем. Поэтому нельзя путать, что чем отличается зерновка от семянки, тем, что у зерновки пленчатый околоплодник срастается, а у них не срастается. Орех тоже односеменной сухой плод, но их наружный околоплодник твердый. Он защищает внутреннюю часть, самая главная часть семени, которая находится в зародыш, и эндосперм, питательное вещество, которое питает зародыш. Сейчас мы пройдем многосеменные сухие плоды. Один из представителей, например, возьмем боб. Боб – это многосеменной сухой плод, который скрывается двумя створками. Их семена располагаются на створках. Сейчас он сочный, так как, когда он становится сухим, оно само скручивается, их семена выбрасываются. А также горох. Например, стручок, эти плоды, видите, они не являются плодом. Это видоизмененный главный корень. Сам плод образуется за счет цветка. Оно имеет стручок. Оно чем-то похоже на боб, но отличается тем, что их семена не располагаются на, как мы сказали, на створках, а на специальных перегородках. Находится на специальных перегородках. Так есть перегородка, на котором располагаются их семена. И самое главное, коробочка. Мы не нашли коробочку, но коробочка, она, простым словом, как коробочка. Она имеет отверстие. Внутри коробочки имеется много семян. Много семян, когда они созреваются, коробочка автоматически скрывается, семя распространяется. К ним относятся, например, мак, тюльпан, чеснок. Но чеснок, который, видите, это не является самим плодом. Это видоизмененный подземный побег. А его только можно увидеть тогда, когда на втором. Те, которые мы назвали, например, стручок и коробочка, являются двухлетними растениями. Почему его видоизменяется главный корень? Потому что они запасывают в первом году своей жизни питательное вещество, а на втором году они используют для развития плода и семени. И одно мы должны сказать, что еще плоды делятся по поясам, то есть тропические, субтропические. Тропическим относятся, например, какао, манго, авокадо. Им нужны условия, которые влажно, очень тепло, поэтому они там растут. Если вы возьмете банан и посадите какое-нибудь непрохладное место, он не будет расти, так как условия непригодны. Дальше. Есть субтропические, к ним относятся мандарины и апельсины. Они растут только в субтропических поясах. Спасибо за внимание. Если есть вопрос, пишите в комментариях. Еще можно добавить ложный плод. Ложный плод, они образуются за счет остальной части цветка. Например, цветоложие. Например, сейчас земляника. Земляника, да, вы правы, что есть ложные плоды, которые образуются за счет чаще листиков, например, цветков, других частей цветка. Если в образовании плода участвуют другие части, кроме то есть пестика, такие плоды называются ложными. К ним относится, например, земляника. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.